Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В Кыргызско-турецком женском профессиональном лицее Анадолу в Бишкеке прошло мероприятие по случаю 102-й годовщины 19 мая, Дня памяти Ататюрка, молодежи и спорта. В мероприятии приняли участие посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Доган, советники посольства, руководители турецких школ, журналисты и гости. Сіздердің бүгінгі 19 май майраңыздарменен чын жүректен құттықтаймыз. Сделав памятное фото, посол Турции в Кыргызстане Ахмед Садык Доган сказал: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Burada Сегодня мы отметили праздник вместе с нашими учителями и учениками, работающими в Кыргызстане. Я был впечатлен талантами нашей молодежи. Они с большим энтузиазмом отметили этот праздник. Конечно, мы гордились своими учителями и учениками. У нас подрастает талантливая молодежь. Мы все очень довольны. Сегодня день, когда зажглась первая искра независимости Турции. Мы гордимся тем, что размахиваем флагом вместе с нашими кыргызскими братьями в Бишкеке. Пользуясь случаем, поздравляю наших граждан, живущих и работающих в Кыргызстане, с праздником. Как сказал Ататюрк, Турецкая республика будет жить свободно и вечно. Еще раз с праздником. Ежегодно Тюрксой отмечает День независимости тюркских государств. В этом году также намечается отметить разными мероприятиями этот знаменательный юбилей. Представитель Кыргызстана в Тюрксой Коджогельди Культегин, пользуясь случаем, поздравил с 30-летним юбилеем независимости Кыргызстан через передачу «Мост дружбы». Бұл адам баласы үшін 30 жаш өзгөчө бир белгидеги жаш. 30 жашта адам баласы шунчалык bir болуп толуп, күчкө толуп, акылга толуп, бардык жагынан келишип, ушунчалык bir ийгиликтерди багындыра баштаган, же болбосо багындырып аткан убагы болот. Бул 30 жыл
Türk dünyasında uşu kezde özgöçö san bolup oldurat. Antkeni Türk dünyasının içinde 6 egemendu mamleket bolsa, oşal 6 egemendu mamleketin 5 ösü mınake egemendүүлüktü alganına 30 yıl tolup oldurat. Bu egemendүүлük kelgenden keyin жаңыдан бұл жалпыға жайылтуу каражаттары, телевидениелер, айрым гезиттер, айрым радиолор ачылган, аларга дагы катар-катары менен 30 жылдык белгиленип атат. Биздин Кыргызстандын 30 жылдыгына байланыштуу мен иштеген Türk Madaniyatı El Aralıq Uyumu Türksoy'da bir qatar iş-çaralarımız Kırgızstan'ın egemendүүлүгүнүн 30 yıldığına. Başka bir qatar iş-çaralarımız başka bizdin koşuna Kazakstan'dın, Özbekistan'dın, Azerbaycan'dın, Türkmenistan'dın egemendүүлүктөрүнө байланышкандагы bir qatar iş-çaralarımız var. В 2000...
алтынын ушулардын баарын өсүм колум менен жасап 56-жылы 57-жылы сайылган. Көрдүңбү, ошондон бери 60 жыл болобу, канча болот? Алтын эмелерин ушуга салып керегенин башына байлап коюшкан. Керегенин башына. Анан бул болсо чыныгап. Чыныны билесиңби? Чыны. Чай ичкен пиялка. Ошо пияланы салып буга. Анан аттын башына байлап, анан муну чыныгап, чыны салат, пиялка салат да. Көчкөндө ушунун ичине чыяла. Как отметила Дамира Алышбаева, в мероприятии приняли участие более 100 профессиональных сказителей, манас и ряд других кыргызских эпосов, около 15 молодых акынов-манасчи. Кстати, тогда, в 2006 году, Чингиз Айтматов был модератором международного симпозиума. Дамира Джумановна, вы сказали, перечисляли разные страны, да, которые участвовали вместе здесь с вами. Каждая своя страна демонстрировали свои вот это обычаи, культуры, да, вот это самое. А тюркоязычные страны были, участвовали в вашем вот этом? Несомненно, все страны тюркоязычные, они участвуют. И научная интеллигенция участвует обязательно, и носители. Из Туркменистана, допустим, из Узбекистана, из Турции участвовали. Допустим, те страны, которые являются субъектами Российской Федерации, они же тоже тюркоязычные. Допустим, в этом году мы хотим пригласить из Хакасии очень большую группу, этнографическую группу. Все-таки, как бы, они тоже носители своей культуры. К сожалению, не все, оказывается, народы сохранили ту форму традиционную, и не все являются носителями традиционные формы. Но, допустим, в Узбекистане есть человек, который рассказывает дестен, допустим, да, дастан. И из Туркменистана приезжали дастанчи, из Турции приезжали дастанчи. Это было очень интересно, поэтому именно вот во втором компоненте, который я вам говорил, парад культурного разнообразия, выступают именно носители эпического наследия. У нас даже, допустим, из Алтая привезли коллекцию костюма, допустим, да. У меня была очень интересная история. Ко мне обратились представители культуры Алтайского края, из Горно-Алтайска, да. Они где-то вычитали, что я являюсь организатором международного фестиваля ремесленников ОМО, и приехали, они попросили помочь каким-то образом, как бы, развить у них. И мы приехали туда, приехали 3 человека, со мной были 2 мастера. Мы, конечно, провели такой тренинг, потом показывали мастер-класс. Самое удивительное, горно-алтайский шерсть, допустим, это просто ценная вещь, то есть сырье ценное, да, и они просто их сжигали, либо просто не находили до конца применения этого материала, допустим, да. И когда мы из шерсти местного сделали шердак, тикимет, у туркмен это называется, когда мы сделали шердак, то есть войлочные пластины, да, они просто были в восторге. И потом из этого войлока они начали делать не только какие-то сувенирные изделия, да, то есть они таким образом решили свой социальный вопрос. Местные мастера, мы их научили, как надо войлоком работать, мы научили, как надо шелком работать, да. Они не только стали делать какие-то, допустим, для домашнего обихода
оттуда какие-то предметы и сувениры для решения своих экономических и социальных вопросов, они начали делать из этого войлока местного национальные костюмы. И я помню, что один из дизайнеров, который начал работать по войлоку, она сейчас в Париже заняла какое-то престижное место, допустим, да, в конкурсе. И из Алтая привезли, допустим, коллекцию костюмов. И эта коллекция заняла у нас 2-е место. То есть войлок – это как бы не просто для юрты. Войлок – это не только как бы предметы быта. Войлок – это как бы тоже имеет свою субстанцию. Из него делали очень много женскую одежду, мужскую одежду, допустим, да. И поэтому мы как бы дали возможность возрождения национального костюма. У них тоже, в общем-то, многие тюркоязычные страны, допустим, из войлока делали не только одежды, как я вам сказала, что много чего делали, да. Поэтому мы смогли возродить у них эту культуру. Поэтому я думаю, что подобные фестивали дают возможность не только как бы держать или укрепить какие-то культурные отношения, дают возможность как-то взять толчок для возрождения чего-то своего, допустим, да, или берешь на себя какие-то интересные идеи и начинаешь у себя этого делать, допустим, да. И, может быть, я чуть-чуть отойду от темы, но, допустим, эпос «Манас» в 2019 году в рамках Шанхайской организации сотрудничества, допустим, в Китае поставлен опера «Манас». Это было очень интересно, допустим, да. Это в Кыргызстане оперу «Манас» поставили давно, но сейчас требуется очень серьезного восстановления этого произведения, допустим, да. Но в Китае поставили. И сам президент, то есть председатель правительства Китайской Народной Республики Цин Цзиньпин сам презентовал этот спектакль, допустим, оперный. Это было очень, очень приятно, потому что другие народы уже как бы изучают твою культуру, хотя там есть кыргызы, которые проживают, этнические кыргызы в Китае. Они тоже были консультантами, научные сотрудники были консультантами, но для кыргызского народа, допустим, было это очень интересно. В Кыргызстане, допустим, тюркоязычные страны поставили оперу «Кироглы», допустим. Это тоже было очень интересно. И потом, это, конечно, по линии Тюрксой был ставлен этот спектакль. Этот спектакль потом кочевал по тюркоязычным странам. То есть у нас, в общем-то, общие корни, какие-то общие интересы. Далее Дамира Алышбаева отметила, что многие народы на протяжении веков смогли сохранить свое богатое наследие не только в письменной, но и в устной форме. Фестиваля «Эпосы мира» они непременно должны участвовать. И самое удивительное, как бы именно в оригинале, можно так сказать, если условно, да, именно тюркоязычные страны сохранили свои эпическое наследие в разной форме. И это очень отрадно. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, у нас общие корни, да? А если вот сопоставить отношения традиционные, вот, допустим, разных тюркоязычных стран, что особенно было похожими, что она исходила от исторических корней, похожие, вот обычаи, традиции? Там было такие аргументы, скажем? Есть Алпамыс, есть Кироглы, допустим, очень много эпосов, но каждый народ изучает у себя на родине, у себя в стране, у себя дома, допустим, да. А вот такого как бы сравнительного, допустим, какие-то вести параллели и искать какие-то общие или похожие, таких научных работ, оказывается, не так много. Я думаю, что это как бы следующая тема для людей науки. И, допустим, в других странах очень серьезно изучается этнолингвистика или текстология эпосов, допустим, или малых дастанов, допустим, да, или малых эпосов. У нас в стране, допустим, это нуждается в очень серьезной проработке. И, допустим, этнолингвистика как наука уже серьезно изучается, допустим, в Российской Федерации, допустим, чуть-чуть в Казахстане. В других народах я, особенно у нас, эту науку, допустим, не увидела.
может быть, я ошибаюсь, но я знаю, что именно этнолингвистика и текстология и наших больших и малых эпосов в этом очень серьезно нуждаются. И мы всегда хвалимся, что Манас, допустим, несколько раз больше, чем Илиада, Одиссея, допустим, на несколько раз больше Махабхарат, допустим, да. Но это внешний фактор, показатели, да, и его надо научно доказать, насколько, в чем заключается феномен эпоса Манас. Не только внешний фактор, а в содержательной части. Мы же его не зря называем энциклопедией. Энциклопедия историк кочевника, энциклопедия кыргызского народа. Несколько слов о предстоящих мероприятиях, которые будут проходить 6 Ну, каждый раз, когда проводишь следующий фестиваль, набираешь большого опыта, допустим, да, и сами участники что-то подсказывают. Вот, допустим, тему симпозиума, научно-практического симпозиума, который в рамках 6-го фестиваля будет проходить, определили сами ученые, которые участвовали в 5-м симпозиуме, допустим, да. Почему? Потому что они видят, какие проблемы надо поднимать и что надо обсуждать. И тема симпозиума 6-го была определена уже учеными 5-го симпозиума. И мы сейчас эту тему направляем по всем странам СНГ и зарубежным странам. Этим сейчас плотно занимается Министерство культуры, информации и спорта Кыргызстана. Да? И сейчас мы делаем через Министерство иностранных дел уже рассылки, обсуждаем. И надеюсь, что эпидемия у нас пройдет, что мы как бы победим да, этот вирус. И планируем провести в сентябре фестиваль. И в данный момент многие страны СНГ, в основном все страны СНГ уже подтвердили о своем участии. И сейчас в данный момент идет работа с зарубежными, дальними. Почему? Потому что в рамках моего проекта, который поддерживается Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества, и мы оплачиваем дорожные расходы, полностью берем на себя, и перелет, и проживание ученых и носителей эпического наследия стран СНГ. За счет средств Министерства культуры Кыргызстана мы оплачиваем внутренние расходы всех участников дальнего зарубежья. Художественную часть парада обычно поддерживал, часть средств поддерживало посольство Китайской Народной Республики. Тогда бюджет мероприятия составлял около 5 миллионов сомов. Проведение фестиваля поддерживали фонды Агахана и Сорос Кыргызстан, Турецкое управление по сотрудничеству и развитию ТИКа, фирма Бета Кыргызстан. Все участники были приглашены Министерством культуры, информации и туризма. На фестиваль приехали представители разных народностей, которые являются носителями эпосов своей культуры или же их исследователями. И мы можем гордиться тем, что Кыргызстан на сегодня является единственной площадкой, которая собирает богатейшее культурное наследие народов мира.
2006 году, когда фестиваль проводился впервые, его участники договорились о признании Бишкека международным центром мастеров устных жанров. Камчи – плеть, неотъемлемая часть кыргызской культуры и быта. Этот аксессуар всегда присутствовал в жизни кочевника. Камчу использовали не только для управления лошадьми, она также присутствовала во многих обрядах и традициях кочевого народа. Камча должна висеть в каждом доме как оберег от дурных людей и злых духов. Камча являлась символом власти и передавалась по наследству от отца к сыну. Плеть предводителя, помимо прочего, символизировала его ответственность перед народом. Добавьте в сковороду немного оливкового масла, затем кладем на нее дольки помидора. Этот вкусный завтрак можно приготовить всего за 5 минут. Немного посолить, накрыть крышкой и варить 2 минуты. Переворачиваем жареные помидоры. В жареном виде очень вкусно.
На помидоры выкладываем тонко нарезанную колбасу. В этом случае колбаса варится, как в томатном соусе. Будет лучше, если накрыть крышкой. Добавляем 2 яйца и готовим до полной готовности колбасы. В соус добавляют соль, перец, а также специи и зелень. Кроме того, добавляется столовая ложка молока. Необходимо также налить немного масла. Тонко нарезанный сыр, почти готовый к выпечке. Покрываем сверху тонко нарезанным сыром, снова закрываем крышкой сковородку. Как только сыр расплавится, откройте крышку и добавьте острый красный перец. Еще немного петрушки. Приятного аппетита!